Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 30 сентября 2022 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. 21:00 по Берлину и 22:00 по Джохару соответственно. Друзья, приветствую вас. Приветствую. Кубик, Хамзат, Ури. Ва алейкум ассалам, шаверга машвойшу. Антиру. Шадега Антиру. Ты там пишешь иногда комментарии, очень жесткие такие. Я некоторые удаляю, где ты там очень слишком жестко призываешь. Поэтому было бы хорошо, если можешь, не пиши так жестко. Да? Хотя я, конечно, прекрасно тебя понимаю, но мы люди толерантные, терпимые, гуманные и так далее. Да. Итак, друзья, Довели, ва алейкум ассалам, рад вас видеть, Довели. Приветствую вас. Ислам Нохчи, Питер Вольф, Шаверга Машволь, ва алейкум ассалам. Друзья, я, пока вы собираетесь, как обычно, покажу вам ролик с потерь, сводки с фронтов, из фронтов, там много. Идут очень такие интенсивные боевые действия. Русские окружены в Лимане, как я вам вчера об этом сказал. Вчера фактически полностью захлопнулась. Это была такая горячая новость, которую я вам сообщил. Вчера захлопнулась мышеловка, и русские террористы, по некоторым данным, до 3000 человек, где-то говорят в среднем 1500, с техникой, там, с танками и так далее. Они окружены, просят пощады, просят дать выйти, просят коридор и так далее. Конечно же, это может быть уловка, им никто не верит, и им предлагают капитулировать. Идут бои, даже по сводкам, которые сообщают, по цифрам, которые сообщает Генеральный штаб Збройных сил Украины, убитых становится с каждым днем больше. Сейчас в среднем это 500 человек. За прошедшие сутки, например, 500 человек уже считается. Это приблизительная цифра. Но есть такая большая вероятность, что эти цифры, скажем так, занижены даже, чем есть на самом деле. Потому что для того, чтобы нам представить такую информацию, Генеральный штаб должен иметь подтверждение непосредственно гибели, уничтожению и так далее. Поэтому это, когда интенсивные боевые действия идут, очень сложно. И можно сказать приблизительно, это может быть и 1000 уничтоженных, но могут сказать 500, потому что за 500 могут, как говорится, ответить. Вот такая сейчас ситуация. Пока первые мобилизованные пока доставляются на фронт, они уже там принимают участие. Первые мобилизованные, вот так называемая насильственная мобилизация, она не настолько и была насильная, вот к этой первой волне, хотя не ко всем, именно с Россией я имею в виду, русских имперцев, которые поглощали эту пропаганду в огромном количестве. И вот сейчас пошли воевать. Также хотел бы отметить, что люди, которые воюют, почему в большом количестве, там буряты принимали участие и дагестанцы принимали участие в большом количестве. Кстати говоря, вчера ингушский отряд там прорвался из-под Лимана, в Донецкой области это было, тоже с потерями. Несколько человек у них попали в плен. 4 человека утонуло у них, когда они переходили реку. Ну вот, короче говоря, вот такая пока ситуация там. И те люди, дагестанские, бурятские товарищи, это люди, которые больше всего служили. Там работы нету, заводов нет, образования нет. И люди, чтобы не спиться, идут служить вот в эту банд-армию России. В Чеченской Республике в основном, несмотря на то, что чеченцы пошли на помощь Дагестану, Чабан-Махи, Карамахи освобождали, несмотря на то, что очень много
чеченцы делали для того, чтобы подружиться с Дагестаном. Ну, на такие вещи некоторые очень сильно обрусевшие, хотя, может, они не говорят по-русски хорошо, но ментально обрусевшие дагестанцы в огромном количестве служили в Чеченской Республике и были в запасе. Именно поэтому их сейчас так много погибших, именно потому что они добровольно первыми туда шли, думали, так же легко будет, как в Чеченской Республике, плюс платят больше. А оказалось намного тяжелее и с выплатами кидают. И я, знаете, о чем подумал? Как справедлив Всевышний. Как справедлив Всевышний. Например, те люди, которые пришли зарабатывать на нашем горе, я не говорю о том, что мы распродавали все там за бесценок соседние нашей республики. Не говорю о том, что люди приходили и зарабатывали эти деньги на нас, на чеченцах, служа фашистской России. Дагестанцы, вот из всех, кто там был, даже осетины там тоже орудовали, конечно же, тоже хорошо орудовали. Но самыми жестокими, и кто не брал в плен раненых, без ноги лежащих, добивали, жестко пытали, очень жестоко пытали. Это были, все говорят, были дагестанцы из Дагестана. Плен не брали никого и так далее. И многие фактически ушли от ответственности. И когда началась вот эта русско-украинская война, некоторые пошли служить, а некоторые ушли в запас. И вот сейчас в одной из этих первых волн туда были призваны люди со специальностью, военной специальностью. И смотрите, как судьба как поворачивается. Они фактически многие ушли бы от ответственности. Мы многих не узнали бы, было бы очень трудно установить. Ну и наказывать такое большое количество людей, которые живут с нами по соседству, может быть, это было бы не очень хорошо. Хотя следует наказывать всех виновных. Но сейчас получается так, что за нас, по Божьему велению, все, кто брал в руки оружие и заходил в нашу страну, дагестанец это, ингуш это, и кто-либо другой из России, это преступники, любые преступники, они хуже, чем русские преступники, потому что русские воевали за свое, а это подхолопные преступники. И даже те, кто там не совершал якобы никаких преступлений, они оказываются они преступниками, потому что в нашу страну ни дагестанец, ни папуас не имеет права заходить с оружием, когда нас убивают. Это хороший урок нам, конечно. Я думаю, в истории чеченцы это будут помнить, а мы будем делать все возможное, чтобы чеченцы, молодые чеченцы, не забывали этого. И вот в данный момент я этим как раз и занимаюсь. Чтобы молодежь наша помнила, откуда может прийти привет. От братских, мусульманских, кавказских там, и так далее, и так далее. И вот такая вот ситуация была. И я думал, как же Бог распорядился в этой жизни. Представьте, мы остались обессиленные, обескровленные, фактически ни с чем. Да, у нас есть потенциал, мы, конечно, все восстановим, это нисколько не сомневаюсь, но к тому времени эти люди состарятся, умрут и так далее. Да, одиозных, самых известных 100% мы задержим или уничтожим при задержании. 100% военных преступников, совершавших преступления против человечности, лиц, которых мы установим, уже которые у нас есть установлены, мы будем задерживать и доставлять в город Джохар для того, чтобы их судить. Или где-нибудь в Гааге это будет суд. Я хотел бы, чтобы он был в Джохаре, этот суд. И фактически эти люди ушли бы от ответственности. Но Бог их всех собрал
нет худа без добра, как говорится. И вот произошло то, что произошло. Вот сейчас кого будут далее мобилизовать? Эти люди, конечно же, не хотят войны, и я не думаю, что они нам враги. А вот первые вот так вот сложилось. И то же самое касается кадыровцев. Да? Это, конечно, отдельная история, это внутри нас. И это никого в этом мире не должно волновать. Мы сами с ними разберемся, мы сами решим, как нам сосуществовать, потому что у них есть семьи, у них есть тейпы, у них есть родственники и так далее. И мы должны будем найти компромисс после того, как мы накажем этих людей, как будем мы дальше сосуществовать с этими людьми, потому что они нас наказывали в угоду русских и неплохо себя чувствовали в нашем обществе. Я думаю, теперь настоящие преступники после того, как будут наказаны, больших проблем их родственникам тоже не составит жить с нами, а в противном случае будем в соответствии с международным правом все решать. Так, и вот сейчас потери, я хочу вам показать видео от Генерального штаба Збройных сил Украины о ситуации на фронтах. Слава Украине! Как после этого не сказать слава Украине? Так, далее хочу сообщить, что украинская сторона, Украина, подала документы на членство в НАТО. И у нее приняли эти документы. Это говорит только лишь о том, что там все уже договорено. И просто Украина подала формально заявку, которая будет рассмотрена, и Украина вступит в НАТО. После того, как Украина вступит в НАТО, это ответ на мобилизацию насильственную, которую фашисты проводят у себя в стране. После этого все НАТО на законных основаниях, все члены НАТО на законных основаниях будут отстаивать территориальную целостность и независимость украинского государства. Слава НАТО, могу сказать по этому поводу. Поэтому никаких шансов у фашистов нет и быть не может. Хотя они, конечно, будут делать все возможное для того, чтобы победить Украину. Но у них ничего не получится. Также сообщается, что Европейский фонд, это тоже Генеральный штаб Збройных сил Украины сообщает о поставках оружия и боеприпасов на сумму, цифра всего 2,5 миллиарда евро. Это Евросоюз наглядно указывает на вес этой помощи и ее важность для вооруженных сил Украины. Не характерно много говорить о поставках оружия и боеприпасов, однако цифра сама говорит сама за себя. Вот такие вот дела. У Украины, если учитывать, что идет война, все отлично просто. Все отлично. И победить ее будет невозможно фашистам. Да, алмула. Так. К вашим вопросам, друзья. Что делать с пленными вагнеровцами? Владимир Мельник. Вагнеровцы, они наемники, на них многие вещи не распространяются из норм и принципов международного права.
но есть обычное гуманитарное право, которое тоже распространяется, и они не являются военнопленными для того, чтобы к ним их обменивать и так далее. Ну, конечно же, это бандиты, террористы, с которыми, ну, в соответствии с международным правом нужно, с гуманитарным правом нужно поступать. И все. А так я понимаю, о чем вы говорите. Но, к сожалению, мы не они. Надо дать им коридор и расстрелять всех при выходе, как это делают россиянцы, говорит Хамзат Гилаев. Ты про этот котел, да, который организован, кольцо, окружение. Ну, я тоже не согласен с этим, Хамзат. Так, на путинском концерте «Священная война» кричали. Да, джихад объявили. Всему миру джихад объявили. Будет наш Иерусалим, сейчас будут песню петь. 12 тысяч маджахедов, будет наш Иерусалим. Но, к сожалению, не сможет. Файтер Израиль. Всем салам, шалом, витаю. Рад видеть тебя, Россия. Да. Салам, шалом, Файтер, витаю. Саша Сотник говорит, что в Питер пришло 80 тысяч повесток для мобиков. И не считая справедливостью тот факт, что миллионный Питер получил лишь 80 тысяч повесток. Именно из-за того, что мы малые народы и так далее, больше получили. Они их берегут, и для чего именно. Кубик, ничему удивляться не стоит, конечно же. Мы прекрасно знаем, даже просто исходя из российских передач, где они рассказывали, как они воевали в царское время, в их холопное время, против Кавказа, и там они набирали кавказцев. Их набирали, им веры никакой не было, они сами об этом писали, веры никакой не было, но они хорошо справлялись с задачей по уменьшению числа потерь среди русского населения. То есть, когда было рабство, набирались на 25 лет с каждого двора по человеку, да, набирался солдат в армию на 25 лет, там, с 15 лет, 16 лет их забирали, и он до 40 лет служил. Так вот, вот этот холоп, раб, которого продавали, меняли на собак, он ценился выше, чем кавказская милиция, которая служила царю. Вот они выполняют, кавказцы, которых забирают, выполняли до сих пор вот именно эту роль по снижению числа потерь среди русских. Но сейчас, когда уже забирают всех, они будут, конечно же, использовать этот же принцип, но сейчас уже заложников они берут. Не предателей, не коллаборантов, которые, как Иуда, продались просто. А вот будут таким образом гибнуть наши. И для этого это и делается. 80 тысяч пришло для, сколько, 4 миллиона, по-моему, Санкт-Петербург населения. Это немного, конечно, но я думаю, на этом не остановятся, будут еще и еще приходить. Посмотрим. В Чеченской республике до 150 тысяч, то есть все мужское население они собираются отправить на войну. И я так полагаю, это такой 23 февраля у нас настает. Это все будет только усугубляться, усиливаться, накручиваться. Они это сейчас очень сильно испугались. Русские террористы очень сильно испугались в Дагестане. Уже есть разные там видео, где их там гауляйтеры начинают, ну или не гауляйтеры, это они добровольно являются частью России, поэтому они осознают себя россияне, поэтому не будем называть гауляйтерами, а их руководитель, который им назначен, они уже возмущаются, что неправильно там делали, не всех будем призывать. В Чечне тоже сказали по телевизору, хотя всех захватывают, хватают, берут, отправляют и так далее, и так далее. Короче говоря, вот такая вот ситуация. Очень-очень нехорошая. И, как известно, русские очень бегут. Я сегодня хотел с Хусейном провести стрим. Ну, Хусейн не смог сейчас сегодня провести. И специально про антимобиков, людей, которые бегут
из фашистской России. Мы хотели обсудить эту тему и другие темы. Но вот антимобиков, они, некоторые говорят, их не нужно принимать, некоторые говорят, нужно. Я думаю, все-таки, хотя я должен быть заинтересован, чтобы их не принимать, потому что среди них может быть агентура, которая будет приходить сюда, творить преступления против нас. И как бы нам нежелательно, да, когда казалось бы. Но из-за того, что там есть чеченцы, которого по с молчаливого согласия мирового сообщества отнесли к фашистской России, мне вот нужно чеченцев вытаскивать. Если для этого нужно бегущих вот этих антимобиков спасать, для того, чтобы спасать чеченцев, я вынужден буду с этим согласиться и дать им уезжать, несмотря, что это повышает и риск личный для меня, что вот эти люди будут приезжать. Хотя, наверное, особой разницы для меня не будет. Поэтому мобики бегут. И знаете, еще мне не нравится, когда, ну, это лично мое такое субъективное отношение к этому, когда приезжают люди в Казахстан, в Грузию и так далее, и им говорят, что вы бежите, вы там трусы, вы не мужчины, там и так далее. Чей Крым, спрашивают на камеру. Если сказать Крым украинский, за это полагается в России статья. И люди, которые бегут, боятся закона, это терпилы. Самые настоящие бедолаги и терпилы. Да, среди них есть и вот эти зетчики, уверен, есть. Потому что выгоднее поддакивать и говорить там, за Путина, за Z там, и так далее. Так выгоднее получается. Безопаснее, особенно трусам, которые по большей части населяют фашистскую Россию. Но с другой стороны, все это время всех туристов, которые приезжали, клеили зеты и так далее, их принимали. А когда сейчас стало тяжело русским, когда они бегут, да, это терпилы. Не все родились смелыми и отважными. Но если они бегут, и они не согласны воевать, то есть брать оружие, неважно, ради своей жизни они этого не хотят делать, или не убивать украинцев, я думаю, больше они ради своей жизни бегут. Но над этими людьми вот подшучивать, там, их упрекать в трусости, там, заставлять их что-то говорить, мне кажется, это неправильно. Нужно быть намного выше вот этих мерзавцев. И вот все, кто сейчас там на них гонят, они должны были бы в первую очередь делать это до мобилизации, до того, как призывать. Полгода же война идет. И нужно это было делать, когда чеченцев убивали. А не дружить с ними, торговать с ними. Все торговали, не то что торговали, нас отдавали. Нас на смерть, на пытки отдавали. Все, до единой страны, в которую попадали чеченцы, и у которых русским нужно было у них забирать. Ну, кроме Америки и Турции. Турция, мне кажется, никого не отдала, если я не ошибаюсь. Все остальные отдавали. Поэтому такая двоякая, я не говорю, что я прав, это мое мнение лично, я так считаю, просто смотрю и думаю, ну бегут бедолаги, там обычные парни, видно, ботаники разные, там какие-то обычные парни, которые, ну что они сделали, они, может, и за нас были все это время, ну имеется в виду за Украину, за чеченцев, там вообще мало кто остался, кто болел, переживал. Но за Украину, может, кто-то и был там из них. И это неправильно, мне кажется. Так. Кстати говоря, если их вернуть, этих людей, обратно, да, что им говорят, их не нужно пускать и так далее, эти мобики будут пополнять, им деваться некуда, их заберут, их никто спрашивать не будет. И может быть из 100 мобиков, антимобиков, которые избежали, антимобилизованных вот этих, против мобилизации выступающих, они, может быть, получится, убьют одного, 100 даже, из этих 100, один убьет хотя бы одного украинского ребенка, или там человека, сбросит бомбу, или выстрелит не туда. Нам это нужно? Я думаю, не нужно.
Нужно отсеивать, нужно проводить с ними работу, нужно их контролировать, нужно их организовывать, как обычно ФСБ делает. Да? Она, если не может уничтожить, она возглавляет эту тему. Нужно создать специальные для таких антимобиков группы и собирать их и их как-то контролировать, потому что они нам здесь, в принципе, в Европе они не нужны, а как только изменения в России произойдут, они будут возвращаться домой. Будет хорошо, если эти люди будут настроены прозападно и будут способствовать тому, чтобы в России, после того, как не станет Путина, нормальная власть установится, они будут как бы, потенциально нашими союзниками. Я, например, видел видео, где в Казах стоит очередь этих антимобиков в Казахстане. И казах, владелец ресторана или кто-то там приходит и говорит: ребят, вы тут уже давно стоите, и я хочу вас накормить. Мы, вот наш ресторан, хотим вас накормить и так далее. И они стоят ошарашенные, все его слушают, потом начали ему аплодировать. И я подумал, никогда за всю мою жизнь, очень уже не короткую мою жизнь, я никогда не видел, чтобы русские так относились к казахам, к узбекам, к таджикам и так далее. Ни один раз я этого не видел за свою жизнь. Может, где-то происходило в единичном случае. Но вот как себя ведут казахи. Это им урок. Они тоже, я думаю, задумаются, если хоть что-то человеческое у них есть, они задумаются, как мы их называли. Я-то знаю, как они, чурки, мурки и так далее, еще похлеще. И как к ним отнеслись. Я думаю, когда они вернутся, у них, или начнет работать мозг, я надеюсь, кто-то задумается. Вот эту всю быдломассу на Кремль направить, говорит. На Кремль они не пойдут. Хорошо, если они против нас не пойдут, и то дело. Хорзум, Асан, спасибо, что понимаете и озвучиваете разницу между нами, украинцами, и нашими ФСБшными мразями. Это как понимать разницу между чеченцами и кадыровцами. Ваша поддержка для нас бесценна. Хорзум, спасибо большое. Да, конечно, я понимаю. Я понимаю, отлично. И многие чеченцы понимают. Многие чеченцы, знаете, немножко затаили обиду, скажем так. Некоторые пострадали от украинских пограничников и так далее, или их родственники пострадали. И в этом плане немножко есть момент, и я их не могу за это осуждать. Но я всегда разъясняю, буду разъяснять. И в основном все чеченцы прекрасно понимают. Вот все, кто здесь у меня на канале бывает, все у нас одинаковая точка зрения, мы все как один поддерживаем Украину, видим разницу между КГБ УССР и украинским народом, который борется. Если бы хотели бы, как хочет КГБ, то Украина уже бы давно была бы частью России. КГБ УССР, украинское КГБ, филиал их и так далее. И я убежден, я знаю, что в СБУ есть очень порядочные, честные офицеры. Хотя я иногда делаю выпады в сторону СБУ, так как имею основания. Но я прекрасно понимаю, что вырастить одного хорошего спецслужбиста нужны десятилетия. Десятилетия, чтобы этот человек был предан, верен своей стране, своему народу и так далее. Именно народу, а не стране. Народу надо служить. Не государству, а народу. И вот эти люди, которые служат народу, тоже есть СБУ, но есть и другая сторона этой медали. Поэтому вот такая вот ситуация. Ладно, не за что, не за что. Делаем одно дело. Слава Украине и Ичкерии. Говорят, под Лиманом в котел попала бригада, которая участвовала в штурме Грозного 94-95 годов. Говорит, ночь и дальнобой. Ночь и дальнобой. Им, значит, минимум 30 лет назад было. Это 50-60-летние мужики там, что ли, получается. Там, как минимум 50-летние. Там, видимо, профи, да. Но в 94-95 штурме Грозного их там очень мало осталось, я тебе скажу. Когда закончится война, я вам буду такие свидетельства, такие факты вам рассказывать, которые вы сразу даже не поверите, как
с ними воевали, как с ними боролись, как несколько людей могли просто там в ад превратить все вокруг. Поэтому там не так уж и много осталось. Но то, что все, кто воевал в Чечне, сейчас гибнут в Украине, и украинская армия кровную месть, да, нашу кровную месть возмещает, а вместе с украинской армией, точнее в украинской армии находятся тысячи наших чеченских бойцов в разных группах и так далее, и так далее. И я вам скажу, очень результативно работают все чеченцы, которых, кстати, пользуясь случаем, если кто-то меня из них увидит, и выражаю огромную благодарность за ту работу, которую вы проводите во имя чеченского народа. Так, салам всем свободным людям. Салам, витаю тебя. Так, Череива, алейкум салам, шавига машуоль. Так. В Лимане жарим орка 5000. Саид, что ты имеешь в виду 5000? Скажи мне, пожалуйста. 5000 окружено? Потому что я слышал, там до 3000 была информация. Конечно, это не точно у меня может быть информация. Скажи мне, пожалуйста, Саид. Германия тоже переменчивая страна, но думаю, все-таки согласится на членство Украины. Все согласятся, я думаю, никто никуда не денется. Насколько серьезным будет ответ Запада? Я надеюсь, что он будет монолитным. Я тоже надеюсь, Файтер. Кстати, ленд-лиз когда будет, Аслан? Уже октябрь, уже 1 октября. Нет, завтра только 1 октября. И ленд-лиз должен уже поступать. Я думаю, он уже поступает. Нам просто всего не говорят. Аслан, вы как юрист можете видеть новый виток суда над рашистами? Или, скорее всего, будет так, как судили после Второй мировой войны? Я, знаете, что думаю? Я думаю, что судить рашистов, русистов, как их называл Джахар, будут в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что национальная юрисдикция Соединенных Штатов Америки исполнит приговор и будет очень показательно наказать этих террористов и посадить в американскую тюрьму. Это будет очень круто. Я думаю, что это будет так. Ну, посмотрим. Я думаю, суд будет в США. Так, Евросоюз и США будет делать все, чтобы ФРФ развалилась, и все оккупированные народы стали свободны, а все преступники осуждены. Те, кто спрячется, союз Масада найдет, и мы знаем, что будет. Да, это именно так. Я очень на это надеюсь. Мобилизационное мясо ни на что не повлияет. Просто пулю и снаряды жаль на них. А тот металлолом с хранения, который они везут, он, во-первых, без динамической защиты, во-вторых, непонятно, заведется или нет. Да, их просто будет много убитых. Просто сейчас мы видим 500 человек погибает, да, ну будет убитых 5000 человек в день. Вот такие потери просто будут. И все. Чеченцы уходят в лес, возобновляется партизанское движение, говорит Файтер. Файтер, я понимаю, что вам хочется, чтобы был второй фронт. Вы даже не представляете, как сильно мы мечтали не просто, чтобы вы открыли второй фронт, а хотя бы с Украины один голос лишний раздался. Раздавались, но их очень мало было. Вы даже не представляете, как мы мечтали. Поэтому я вас понимаю, что вы говорите. Но для того, чтобы уходить в партизанское движение, нужны финансы, нужно вооружение, нужна разведка, глаза, уши и, самое главное, руководство, которое это все координировало бы. Сейчас мы только формируем. Все наше военное руководство занято на войне. Вот. Все наши лучшие из лучших бойцов, которые выжили, и молодая поросль, которая сейчас помогает им в этом, начинает свою вот эту военную карьеру, эти люди сейчас целиком и полностью заняты поддержкой вас. И мы не можем сейчас принимать. Фактически у людей
В Чечне у людей к виску приставлен пистолет. И поэтому поднимать какие-то движения, какие-то восстания просто невозможно. Сейчас была мобилизация, и мы аккуратно сказали, что попробуйте акт национального неповиновения провести. Это не удалось сделать, потому что, во-первых, пропаганда очень сильно задавила людей, люди не имеют никаких возможностей, плюс меры, которые принимаются. Почему в Дагестане так люди более активно, матери, женщины выступают? Потому что дагестанцы служили этой России. Сегодняшнюю Россию, вклад в эту российскую армию, немало сделали дагестанцы. И дагестанцы имели очень хорошие права, в отличие от кавказцев, от чеченцев, скажем так. Дагестанцы имели чуть получше, привилегированное положение было у дагестанцев. И им разрешено было сейчас выступать, хотя их тоже убивали, там были люди, которые выступали, ну, там, на религиозной почве и так далее, и так далее. Да отделяться Дагестан никогда не хотел, и поэтому они как россияне имеют право. Да, это я как чеченец, если приду и начну говорить, что я не хочу быть с вами, я буду врагом. А если ты как россиянин, дагестанец говоришь, что я с этим не согласен, то у тебя есть какие-то возможности спорить где-то, что-то отстаивать в своей определенной рамках права. И поэтому движения партизанского Чеченской Республики пока не будет. Мы вообще больше не намерены воевать на своей территории, больше вообще. Мы после геноцида, у нас нет ни сил, ни средств. Мы будем правовым путем, политическим правовым путем решать. А все, кто хочет воевать, они уже давно приехали в Украину и каждый день едут в Украину. Так. Пока что поддержку вступления Украины в НАТО поддержали 5 стран: США, Канада и страны Балтии. Поддержат, я в этом не сомневаюсь. Русня пытается сбежать из Лимана, смешавшись с гражданским населением. Да, совершенно верно, я вам сейчас покажу фотографию, как они перемещаются. Вот это Лиман, и вот смотрите машины, они эвакуируются. Снято сегодня, совсем недавно. Вот по этой фотографии они сейчас бегут. Так, живущие на западе чеченцы обвиняют Кадырова и его окружение, что они не идут воевать в Украину. Из этого вопрос: почему бы вам самим не поехать в помощь украинцам? Феникс, ну смотри, мы не обвиняем его и не призываем его идти воевать. Мы, когда он нас посылает, мы говорим: не нас, не надо, иди сам. Вот тогда мы ему говорим, да. А так мы не призываем, мы наоборот против того, чтобы вообще они воевали. И против украинцев, и до украинцев они много лет с русскими вместе убивали нас, и убивают, и пытают нас. Поэтому что нам делать и куда идти воевать, ну точно не русскому нам это советуют, чтобы по известному адресу корабля, вслед за кораблем, чтобы не идти, лучше нам такое не советовать. Сергей Алексенков: за трусов говоришь, а сам сбежал. Где логика? Точно не тебе говорить это. Серега, я-то не сбежал, я эвакуировался. И ваша страна, вы титульная нация себя называли. Вы говорили, говори на нашем языке, носи наш русский паспорт в кармане, пользуйся нашими русскими деньгами. И все лучшие работы, все лучшие места занимали вы или те, кто вам служил, вот вашим этим ФСБшникам, ГРУшникам и так далее. Поэтому как бы вы являлись хозяевами этой страны. Поэтому как бы вы должны были это сделать. Правильно? Логика у меня вроде бы нормально, да, в этом плане работает. Я не понимаю просто, в чем вопрос. Да? Мне нужно было остаться среди людоедов из 90 миллионов. Да, ну, уберем там
несколько миллионов кавказцев, там и несколько миллионов татар, и там несколько тысяч русских из этой цифры. Ну, пускай будет там 85 миллионов людоедов или 80 миллионов людоедов. Ты предлагаешь, мне нужно было бороться. Я боролся как мог. Я борюсь не с автоматом, а с ручкой и словом. Я боролся. Но я был полностью обложен. Я просто всех деталей не буду сейчас рассказывать. Рассказывал неоднократно. Поэтому вот так вот. А русские, да, трусы. Знаешь, почему трусы? Не потому сейчас бегут. Да, трусы, конечно, что бегут. Но даже не поэтому. Вы трусы, потому что когда ваш дом, 5 домов, 4 дома взорвали, а на 5-м в Рязани поймали ФСБшников, вы это утерлись и проглотили. Вы предали русских. Только трусы могли так поступить. Если бы Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, кто-либо не то чтобы взорвал бы женщин и детей, спящих в своих домах, а просто застрелил бы невиновного человека, абсолютно невиновного человека, убил бы. Его бы чеченцы, Дудаев этот, может быть, вы знаете, как мы относимся с уважением к Джохару Дудаеву. Так вот, мы Джохара Дудаева бы разорвали бы на куски. И никогда бы он у нас не был бы президентом. Вот я на полном серьезе говорю. Просто пришли бы все к президентскому дворцу, вывели бы его и разорвали бы на куски. Если бы он нас убивал бы. Не говоря уже о том, что он наших женщин и детей, спящих в своих домах, подло, которые никакого отношения не имеют ни к чему, взорвал бы. Да, вы трусы, самые настоящие. И не потому, что сейчас бежите, а потому, что вы тогда этих 307 человек позволили убить и утерлись. И еще нам рассказывали, а я с многими общался, рассказывали, что это нет, это не ФСБ взорвало, это там что-то там, где-то что-то там. Американцы понимали, что не чеченцы, задержаны, ФСБшники были в Рязани. Не чеченцы же были задержаны. Поэтому, да, вот в этом и есть трусость. И не очень хорошая у тебя позиция со мной сейчас спорить на эту тему, поверь мне. Хамзат говорит, Асан, когда вахтник, цегина хон, я вернусь бош, ашвул, ишила ему царин. Гина. Хора, чубош беш. Хуманс мач ол бал хуркшо. Цанни боц бал хуркшо. Убивать кадыровцев, мочить их и этих русских сортирей, говорит. Я українець, до чеченця від адекватного українця ніколи не буде докорів за втечку з Рашки. Але русські, якщо позиціонують себе біженці, повинні казати Крим, Україна, Чечня, країна, ночь і так далі. Иван Ванев. Я с вами согласен. Я, конечно же, хотел бы услышать от русских и так далее. Но они боятся, понимаете? Они боятся, они готовы, опустив голову. Если вы их не будете снимать на камеру, они скажут, Крым, Украина, Чечня это независимое государство, оно аннексировано, как и Крым, как часть Украины. Они это скажут без проблем. Они трусы, они боятся. Они скажут все, что угодно. А ценно ли нам это? Если человек из-за страха это нам скажет, оказавшись полностью фактически в нашей власти. Никакой ценности это не представляет. Вот о чем я говорю, что вот он так сказал. Да, мне хорошо было бы, если русский осознал, что они, да, но почему нет? Я считаю, что человек, который отказывает нам в праве, я почему Россию называю фашистской, некоторые мне говорят, она нацистская и так далее. Империализм, русский империализм, это чистой воды фашизм. И человек, который отказывает мне в праве иметь такие же права, какие есть у него, то есть гарантии от государства, которое у него есть, там, сохранение его культуры, языка и так далее, что может гарантировать только современное государство в современном мире. Для меня было бы очень важно, если бы такой человек осознал и сказал, мы тебе это предоставляем. Если он не говорит, он для меня фашист. Но если он говорит это на камеру, ему светит срок, понимаете? Вот в чем проблема. Я не говорю, что они хорошие, правильные и так далее, и так далее. Я говорю, что они боятся. А если они боятся, ну что их сейчас растаптывать?
Зачем их унижать, зачем их оскорблять? Там могут оказаться порядочные люди. Вот о чем я говорю. До того, как убивали чеченцев, было много несправедливости против народа. Почему автор тогда молчал? А кто тебе сказал, что я молчал? Во-первых. Во-вторых, когда начался геноцид чеченского народа, мне было 17 лет. До 17 лет я вообще был далек от всего этого. Мне вообще до начала этой войны. Эта война меня коснулась. Она пришла ко мне в дом. И я увидел вопиющую несправедливость. Расскажи мне, кого больше в этом мире, в современном мире, и не в современном, можешь, вспомни историю, кого больше, чем чеченцев уничтожали. Кого оставалось 10%, опять они набирались оборотов. Оставалось после 1944 года, после 13 лет ссылки, после 3-4 лет первых ссылки, оставалось 30%. 20, 30, 25-30% оставалось. Какая нация вот так теряла своих людей? Не просто так она теряла. Были русские террористы, которые нас убивали. Вот об этом ли речь. И я всегда говорю о всех преступлениях, которые совершаются, даже если это не нравится. Я могу, например, поддерживать азербайджанский народ и не поддерживать Алиева. Я могу поддерживать казахский народ и не поддерживать Назарбаева, теперь Токаева. Я не ограничиваюсь там. Я говорю. Ну, больше, чем чеченский народ. Я не знаю ни одного народа на этой земле. И так получилось, я из этого народа. И так получилось, за слово, которое говорят, русские террористы убивают нас. За слово. За то, что я говорю, нас убивают. Не могут здесь это сделать. В России вообще за меньшее теряют людей. Просто за взгляды, за мысли теряют. И я не молчал. Я не молчал. И не буду молчать. Для меня все люди имеют такое же право, как и чеченцы. Имеют право на жизнь, право на свободу слова. И все основные, фундаментальные права людей, которые есть, все имеют. И я буду, если чеченцы будут творить, например, я тебе скажу про курдов. Например, чеченцы, нехорошая история, которую не хочется вспоминать. Но вот боестолкновение с курдами было. И я спрашивал, зачем? Ругал, обвинял чеченцев в этом. Хотя это маленький эпизод, который русские даже не замечали, когда они совершали, по всему миру, куда они приезжали. Там какая-то группа чеченцев совершила какое-то преступление. Вы это даже не заметили. Вы геноциды, вы истребляли целые народы. Понимаешь, Феникс или кто-то там. Народы, вот благодаря вам, русским, народы перестали существовать. Кавказские в том числе. Убыхи, шапсуды. Еще северные народы, сибирские народы. Вам, вообще русским, я хочу сказать, вот таким людям, которые заходят сюда, хорошо, что вы заходите, и есть тема а то все мои единомышленники, даже неинтересно одно и то же, скучно и так далее. Хорошо, что вы заходите. У меня много что есть вам высказать. Я высказываю и дальше буду высказывать. Вам, русским, нет места в приличном обществе предъявлять претензии людям, понимаете? Где-то кого-то ставить в упор, кому-то в укор что-то ставить. Вы сделали так много преступлений против народов, что вам по христианской традиции нужно встать на колени и просить прощения у всех народов, которые вы сотворили. И те антимобики, которые бегут, и им тоже это нужно делать. Но если они просят, или даже не просят, их не нужно унижать. Это мое мнение просто. И все. А я запретить не могу это делать. Грузинам, казахам, это их страна, к ним пришли. Они делают, как считают нужным делать. Так, друзья, я перемотаю,
потому что, ну, хотелось бы все увидеть, потому что много комментариев, видимо, и много чего интересного. Ну, давайте начнем. Так, я не украинец, я понимаю мову украинскую. В чем проблема понимать вам? Хочешь, я отвечу тебе так. Если беженцы пусть сдают тест, чей Крым, должны ли Рашка отпустить народы? Хороший россиянин, мертвый россиянин. Я понимаю вас, Иван. Аслан, много немцев поддерживают Украину или много за Рашку? Немцы традиционно сами за себя всегда. Всегда. Первое, здесь, в Германии, это интересы немецкого государства и народа. Сейчас же поддержка Украины просто колоссальная. Я помню, когда я только сюда приехал, был массовый исход в 2016 году сирийцев, и была очень сильная поддержка сирийцев. Так вот, она в разы больше сейчас, чем поддержка сирийцев. Поддержка украинцев в разы больше, чем поддержка украинцев. Здесь есть агентура, здесь есть люди, которые, знаете, они не за Россию, они против Америки. Есть здесь такой контингент людей, прослойка людей, которые они против Америки. Они считают, что Америка их угнетает и так далее. Глупость полнейшая просто. Если бы не Америка, в Германии неизвестно, что было бы с Германией. Но вот они считают, что есть небольшой, но такой процент имеется. Также и другие разные, здесь как в свободном обществе есть разные люди. Ну, в основном все, конечно, за Украину. В основном. Если ты говоришь украинец, у тебя вообще зеленый везде открыт. Тебе доверяют. Я надеюсь, украинцы не испортят это отношение. Потому что попадаются такие нехорошие товарищи здесь. И женщины, и мужчины некоторые попадаются. Когда становится стыдно немножко, как за поведение. А так, и украинцы умеют себя вести по большей части. И я надеюсь, и дальше они с уважением отнесутся и будут помнить, как относились к ним здесь. Потому что это очень важно в трудное время, когда просто ты говоришь, украинец, паспорт украинский, и тебе просто доверие. Я надеюсь, этим доверием не воспользуются в плохих целях. Так, казахов они презирают. Они, да, презирают. Казахов, узбеков, таджиков они презирают. Это я знаю. Вы слишком левый для чеченца. Нет, я не левый. Я центрист. Что ждать сейчас, почему бы нет? Другое дело, что русских в других странах не любят. Так пусть их гонят дальше. Мир большой, всем места хватит. Аслан, ты не понял, полк-то сам не перестал существовать. Ясно. Ты мне ответь, Саид, я, может, пропустил. Ты сказал, 5000 окружены в Лимане или уничтожены? И вообще, ты 5000 написал. Что ты имел в виду? Вот, я уже вижу. 5000 окружено. Это ЛНР и войска Рашки. Ага. Отлично. Я слышал до 3 там. Отлично просто. Из новостной ленты израильского сайта заголовок новости. Меняют одних баранов на других. Власти Тувы раздают овец семьям мобилизованных. Файтер Израиль. Я видел эту новость, и там написал один анекдот, старый советский анекдот. Кавказец везет барана, на самолет хочет подняться с бараном. Ему говорят, куда лезешь, это же баран, его на самолет нельзя. Он говорит, не, говорит, баран в Москве учится, это Магарыч для преподавателей. Поэтому бараны ушли на войну против Украины. Дают им уже Магарычи. Так. Что будет с ядерным оружием, когда Рашка развалится? Ядерное оружие будет взято под полный контроль, как и химическое, и биологическое, и все вооружение массового поражения российское. Оно будет 100% у России изъято. В противном случае Россию не оставят в покое.
Чеченцам не нужно сейчас никаких агрессивных действий на территории, говорит Иван Ванев. Я полностью с вами согласен. Хорошо, что вы понимаете, Иван, о чем я говорю. Тот, кто хочет воевать, огромное количество оружия и огромное количество орков сейчас находится в Украине. Он может поехать туда, там чеченцев полно, там других разных национальностей полно. Поэтому чеченцев только лишь будет вопрос геноцида продолжения в Чечне. В Чечне пока мы этого не можем сделать. Так, Файтер, Асан, я понял. Вопрос про уход был связан в связи с постом Али Бакаева. О чем я, может, что за пост Али Бакаева? Можно, Файтер, развернуть вопрос? Так, берегите себя. Спасибо, Иван, и вы себя. Маш ваху Аслан. Хуа Адам Маш. Что за бред? Какие привилегии были у дагестанцев? Ну, я скажу вам, что нужно побывать в положении чеченцев, чтобы ответить, чтобы знать ответ на этот вопрос. У чеченцев нет никаких прав в фашистской России. У дагестанцев они вот такие. Хабиб Нурмагомедов не то что Мухаммад Али, он даже не Алла Пугачева. Хабиб Нурмагомедов оказался обычным просто человеком, который зарабатывает деньги. Хабиб Нурмагомедов оказался не мужчиной, который заботится о своем государстве, о своем народе даже, скажем так. Хабиб Нурмагомедов пользовался славой, когда ему дагестанцы писали, поздравляли, хвалили, поддерживали. Хотя вся Россия его, все кавказцы его, чеченцы его поддерживали. Все кавказцы его поддерживали. Хотя русские болели, я, кстати, тоже никогда не болел за Хабиба и любого другого. Я болел всегда против российских спортсменов. Любых, чеченские, это дагестанские, не имеет значения. Хабиб не мужчина. Хабиб тряпка. Хабиб за бабки продавшаяся женщина с низкой социальной ответственностью. Аслан, так-то, когда моряки начнут штурм Зимнего дворца, так когда? Разве эти олигархи и имперцы не видят, что это моль делает, что возможно и невозможно, чтобы развалить Россию? Я не знаю, когда начнут. Вот здесь у нас есть Феникс, надо, чтобы Феникс там нам ответил, когда они что-то сделают. Так, США несколько стран, а есть смертная казнь. И первых для показа Маргариту Симонян Скобееву и Машку Захарову показательно должны наказать. Это было бы эффективно. Соловьев и всякая нечисть от инфаркта 200. Да, есть в Соединенных Штатах, в некоторых государствах, Штаты это есть государства, как мы понимаем, некоторые государства из 50 государств, Соединенных Государств Америки, есть смертная казнь. Да? Заблокируйте этого Феникса, чтобы не тратить на него эфир. Ну ладно, пока пусть живет. Да. Не оскорбляет и пускай живет. Да. Büyüstik hırmasıyla доброго времени суток. Hayır büyüstikleri. Так. Открыть второй фронт и снова, чтобы все стали на сторону Рашки и обозвали нас террористами. Нет уж. Научены опытом двуличия мира, говорит. То есть, как обычно, рубишь с плеча. Нисба Асан. Так. Автор, чей проект был захвата школы в Беслане, говорит Феникс. Феникс, об этом нужно спросить солдатских матерей. Ты имеешь в виду 226-ю школу, уничтоженную русскими террористами из огнеметов, танков и шмелей, да? Ты знаешь, что у нас убито 42 тысячи детей. То есть 225 школ вы до этого уничтожили.
И потом уничтожили 226-ю школу. Об этом отлично говорит Басаев, Шамиль Басаев рассказывает про эту историю. Об этом рассказывает, если ты не веришь, абсолютно честному, лучшему диверсанту всех времен и народов Шамилю Басаеву, то можешь поверить матерям Беслана. Они точно не заинтересованы кого-то оправдывать и дать уйти виновников гибели своих детей. Так вот, они называют, и Европейский суд по правам человека называют Россию. И лично Путина они называют, выходят в майках, Путин, палач Беслана у них написано. Поэтому я отдельно видео неоднократно говорил и даже отдельно делал по этому поводу видео. Поэтому ищи, дерзай, найдешь все ответы. Больше я тебе отвечать не буду. Ты недостоин этого. Очковые товарищи русские, у вас такой шанс. Те, кто грабили, убивали вас десятилетиями, вынуждены вам стволы раздавать. Ну, стволы так-то не раздают, но я думаю, какой-то ответ все-таки будет. Просто нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы нерв был задет каждого. Трупы начнут привозить с этой пятиэтажки, с той девятиэтажки, с той двухэтажки убитые. Вот они будут на районе знать. Тогда это они поймут, что это все серьезно. И когда тебя уже забирают, вот тогда будет сопротивление. Если даже Путин и взрывал эти дома, значит так надо было. Пожертвовав всего лишь несколькими сотнями людей, он, Путин, предотвратил 1000 убийств в будущем. Цитирует Хамзат Гилаев русских. Да, именно так я лично слышала. Лично, не только читал, да, ты кого-то сейчас процитировал, я это тоже где-то видел, читал. Я лично это слышал. Лично от русских. Значит, так нужно было. Ему виднее, Путину, то есть и Патрушеву. Зеленский записал обращение к народам Кавказа. Да, я видел очень хорошее, трогательное обращение. Единственное, я бы хотел бы, чтобы нас никоим образом не причисляли к народам России. На вот этом Freedom канале, там его видеообращение Зеленского, он тоже говорит, народы, оказавшиеся под флагом России там и так далее. Хорошо, он это так говорит. Хорошо, он нас россиянцами не назвал. Но вот на Freedom канале там заголовок к этому видео обращается к народам Кавказа, Сибири там и так далее. Он там это называет, произносит народы Кавказа, Сибири, говорит Зеленский. И говорит, коренным народам России и другим коренным народам пишет. Я говорю, скажите, с каких это пор у них там пишут? Скажу, не к Зеленскому, а вот к тому, кто название этого видео пишет. С каких пор мы коренные народы? Где мы? Когда мы стали коренными народами? Что-то я не помню. Покажите мне, коренной я, даже вообще документ, один документ. У нас был референдум в 2003 году. В Крыму как проводили. И сейчас как ЛНР, ДНР, Запорожье, вы все видели, как проводили. Так вот, у вас был образцово-показательный псевдореферендум. А у нас каждый день происходили подрывы, диверсионно-минная война шла. Каждый день. И голосовали у нас русские оккупанты. Чеченцы вообще не ходили на эти выборы. Вообще 0 было. Только там несколько, может, десятка человек, которые непосредственно на этих штабах там заседали. И все это было нарисовано. Поэтому хорошо, что был этот референдум. И хорошо, что у нас будет возможность дополнительно ссылаться на этот референдум. То, что Зеленский сказал, все делается правильно. Люди, друзья, не называйте нас россиянами, вы просто хуже нам ничего не можете сделать, если вы нас назовете россиянами. Все, что мы делали, за что мы погибали, значит, это все ерунда получается для вас, если вы так говорите. Поэтому самое большое оскорбление для нормального чеченца, это самое большое оскорбление. А то, что делает Зеленский, мы все должны это делать. Мы каждый день должны поднимать народ. Потому ради нас мы знаем, когда тогда только-только война начиналась, украинцы начали записывать, почему русские матери приезжали у чеченцев, забирали, почему они проводили какие-то акции, говорили украинцы.
А вот сейчас они ничего не делают, говорили украинцы. Тогда были срочники, тогда начали, вот как сейчас мобики будут гибнуть, тогда вот в самые первые дни у нас гибли срочники, русские срочники тоже гибли. И тогда были люди, такой естественный порыв был у людей, спасти, найти труп, вытащить там живого еще и так далее. И я тогда говорил украинцам, бесполезно их просить. Сейчас не в то время, и тем более это наемники к вам сейчас приезжают, так называемые контрактники, самые настоящие наемники. И вот казалось, что их это не волнует. Сейчас, когда вот эта мобилизация, и Зеленский опять же прав, он говорит, сейчас одна волна будет, потом следующая будет. Просто это так и будет. Пока все не закончатся, пока Россия не выдохнется, это так и будет. Сейчас набирать вот этих мобиков сложнее, потому что народу еще много, мужчин много. Вот сейчас первые 100 тысяч, 200, 300 тысяч уйдет и будут уничтожены. Дело нескольких месяцев. Русские будут наблюдать, конечно, набирать. Они же миллион будут набирать. Будут набирать и поставлять это мясо. И чем раньше русские, россияне поймут, что им все, они попали вот в ловушку, или им нужно под украинские ракеты и пули лечь, осколки, или же им нужно намного слабо вооруженную российскую вот эту власть смести. И если инстинкт самосохранения работает, им придется это делать. И нам нужно объяснять. Ради нас, опять же, они ничего не сделают. Ни к одного шага они не сделают. Мы это уже знаем. Прекрасно. Но ради себя это сделайте. Ради своих детей, своих жизней это сделать. И они это сделают. А нам нужно это ускорить этот процесс. Нам нужно на всех каналах говорить. Везде красиво доносить. Говорить по каким уже кто попал уже на войну, чтобы они сдавались. Ну, много-много нужно проводить работы. И это правильно, то, что делает Зеленский. Ладно, пойдемте дальше. Им все равно, кого убивать. Они всех убивают. Посмотрите, сколько жертв на деоккупированной территории Харьковской области и Изюме, например. Да, Жан, это так. Да. Хай уэл олуг хабибел оли олуш нистел яр олуг аса хай уэля олуг. Соцакиет кубик. Что ты имеешь в виду? Зеленскому надо было вспомнить, как он, призывающий в этом обращении чеченцев бороться, вспомнил про борьбу нашего народа на пресс-конференции 24 февраля, где он намеренно умолчал о 2 войнах Чеченской Республики Ичкерия. За Хабиба в России болело всего 30%. 70% русские болели за Макгрегора. Да, Черей? В каком ключе он вспоминал Шамиля Басаева, сравнивая его с русскими мразями? Дали гражданство Невзорову. Там много чего есть, если сейчас начать говорить. Много чего есть. Аслан, референдум был не у нас, а у них, говорит леди. Да, точно, леди. Да. Так, Константин Кудыменко, лучше бы показал пример, что борьба народа будет возграждена и признал независимость Ичкерии. Ты имеешь в виду Константин Зеленского. Да, нужно признать уже, хватит уже. Там собирает какие-то подписи там, и так далее. Вашу территорию забирают, признают эту территорию российскую, аннексируют ее, присоединяют ее к себе. А вы даже не признаете, ну это как это называется? Не знаю. Нам это не важно, на самом деле, если так посудить. Сейчас признание Ичкерии Украины, ну признает она, ну и что? Ничего это не меняет ситуацию, в принципе, для нас.
назло даже русским. Признание это не то, что признание нашего государства каким-либо государством не делает наше государство легитимным. Это обман, это самый большой обман, который распространяла Россия, что есть два вида, что или либо там русские говорят, для того, чтобы ваше государство было полноценным, вас кто-то должен признать. Ну, нас Грузия признала, потом Афганистан признал. Но это абсолютно никакой погоды не делает. Это не мешало Саакашвили выдавать наших бойцов Путину, которых они убили, которых Саакашвили передал. Это ничего не мешало, никак не мешало. Признание, русские настаивали на том, что нужно, чтобы признать. На самом же деле, признания необходимости нет никакого. Международное право четко, ясно сообщает, что если у тебя есть территория, народ, правительство независимое, то ты имеешь право полностью объявить независимость. Если тебе нужно, чтобы кто-то признал тебя, там Грузия признала, Украина признала, Америка признала, то ты не независим. Государство независимое, по логике, да, выходит только тогда, когда оно само себя признает и таким является. А вот признание иностранного государства, оно нужно для того, чтобы устанавливать экономические связи, регулировать эти установленные уже связи. Криминалом, например, бороться с криминалитетом международным, в частности криминалитетом. Для этого нужно, ну и туристические, другие вещи. Это уже такие чисто внутренние взаимоотношения двух государств. Какие у нас сейчас с Украиной могут быть внутренние взаимоотношения? Никаких. У нас паспортов нет, у нас ничего нет. Туристы Украины. Если едут добровольцы воевать, они должны вступить в ЗСУ. Это уже принято. Им сразу дают гражданство, и он может вступить в ЗСУ и служить уже под командованием пана Валерия Залужного. И все. Поэтому, как таковой, вот острой необходимости нет. Символично, конечно, просто уничтоживать. Но не просто там из-под тишка признать, а громко, открыто сказать, поднять дух чеченцев. Это было бы достойно. Но они этого не делают. Ну, не делают. Война все расставит на свои места. Я удивляюсь вашему спору с этими бактериями. Так. Путлер пожертвует всем и вся ради сохранения трона своего. Да, именно так, Саид, именно так. Так-то любой заложник сделает правильный выбор. Так. Всем кавказцам говорите, ничего постыдного не будет, если они сдадутся. Кавказ не враг украинцев. Да, это тоже большая проблема, Саид. У нас, у кавказцев, в частности, у чеченцев, есть такое понятие, как «я». «Я» — это... Напишите, как это будет дословно, друзья, что значит «я». И когда тебя провоцируют на что-то, и там ты себя хочешь показать таким, ты не можешь пойти на это же. И нужно объяснить, никакого позора в этом нет. Наоборот, позор, что ты оказался в рядах. Это грех и преступление. И нравственный позор это просто. Оказаться в рядах фашистской российской армии против Украины. Так, друзья, в каком ключе он вспоминает? Так, Шамибаса. Джохар Дудаев не стоит ждать от Зеленского много. Ему и на нас-то наплевать. Так-то. Да, тоже, друзья. Давайте оставим Зеленского. Я все прекрасно понимаю. Я свое мнение уже неоднократно высказывал. Просто я не хотел бы, чтобы мы сейчас переходили на эту тему и все время говорили на Зеленского. Это президент воюющей страны, законно избранный. Там есть генеральный штаб Украины, и они сражаются, и Зеленский свою роль выполняет неплохо. Да, нас это задевает, некоторые вещи, но ничего, все наладится. Ичкерия, мы с вами, мы знаем правду про геноцид вашего народа, мы сгодны померьте стоячие, не жите на коленях. Светлана Шевченко.
Дуже дякую, Светлана. Вопрос исторического характера. Где можно взять информацию про сопротивление в Ингушетии и Чечне в 40-х, 50-х годах? Да, это очень хороший вопрос. Можно читать книгу 40-х, 50-х годов Абдурахман Авторханов. Есть такой профессор, был такой профессор, умер в 97 году, похоронен тут в Германии. Чеченец, и файтер, вы будете удивлены просто, как грамотно и просто написаны его книги, и как по-чеченски он прямо в суть проникает и находит. Вот у нас есть такая черта, мы умеем вот именно видеть суть происходящего. И вот он там раскрывает. И там есть и про Хасана Исрапилова, его друга, который поднимал восстание в 40-х годах. Ну и много чего там есть интересного. Например, я вам советую прочитать книгу «Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа». Вот так называется эта книга. По-моему, это 53-й год. Могу ошибаться. Так, Зеленский, Щебол, Бешу, Бункерчуа, Уац, как крыса Путлер. Да, Зеленский нормально. Для Зеленского пару женщин в Дагестане сделали больше, чем чеченцы за 300 лет. Ну, ладно. Имам Дагестана, Чечни, а не Чечни и Дагестана написано на памятной доске. Дома в Киеве, где жил Шамиль. Имам Дагестана, Чечни, а не написано на памятной доске дома в Киеве, где жил Шамиль. Ну вот, видите. Хотя он был только имамом Чечни, если так сказать. Имамом его сделали в Чечне, имамом он был у чеченцев. И потом уже первый указ, который он издал. Любой дагестанец, когда его чеченцы спасли, подняли на самые высоты. И первый указ, который он издал, он сказал, любой аварец или дагестанец, который пересечет границу Чеченской Республики, по закону, это уже глава чеченцев, да, чеченского государства, сказал, забирайте у них все, что есть, и выкидывайте их с нашей территории. Потому что они его предали и вот так далее. А потом, под конец, он собрал вокруг себя только дагестанцев, от чеченцев осталось чуть более 10% от народа, в основном женщины и дети. Вся Чеченская Республика, чеченский народ был обескровлен, и он сдался в плен. Некоторые говорят, что он не добровольно сдался, а был пленен. Некоторые говорят, добровольно пошел, сдался и так далее. Но факт остается фактом. Этот человек проживал в Калуге со своей большой семьей. Его сын или внук, кто там служили в царской армии. И ему беспрепятственно разрешали выехать. Он не поканчивал жизнь самоубийством, ни во время плена имел кинжал при себе и так далее. Поэтому героем чеченцев он быть не может. И я ему лично, вот это все имамство отдаю ему, его дагестанцам обратно возвращаю. Поэтому для меня он не герой. Для меня герой Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Джохар Дудаев и многие-многие, кто не изменили этой идеи. Это было очень подло, я так считаю, я так думал над этим. Это было очень-очень подло. Подняться на 25-30 лет, 25 лет, возглавлять чеченцев, посылать их на смерть, а потом вот так, когда уже чеченский народ фактически исчез, вот так поступить. Но это не по-чеченски, скажем так. Не по-мужски, скажем так. Чеченцы, не будем говорить. Не по-мужски. Так, Саакашвили, ранее говоривший о Чирии, мы с террористами не разговариваем, вспомнил про Басангура Биноис, когда русский сапог уже достал его страну. Да.
когда Саакашвили выдавал чеченцев в Россию. У меня даже есть фамилии этих людей, которых выдавали. Это было сразу, когда пришел Саакашвили. Я сейчас год не вспомню. У меня все записано, зафиксировано. И в интернете вы это легко найдете. Посмотрите. И этих людей, он думал, он с ними договорится. Да. Он отдал 4 человека, если я не ошибаюсь, 4. И они были казнены, убиты русскими. Для того, чтобы сейчас вбить в клин между грузинами и чеченцами. Грузин Саакашвили пошел на поводу, русские их убили, хотя они могли их и не убивать, не всех они убивали, кто им передавался, но их они убили, чтобы замазать кровью чеченцев Саакашвили, что он успешно сделал. Он отреагировал на происшедшие события. Когда так, я проставляю... Если кто помнит, напишите в каком году, друзья, если погуглите в интернете, напишите, чтобы не было, что мы тут голословно обвиняем Саакашвили. Так, Адудовлютук, Машвойль, Кавказ, 1100%, Кавказ, Нохчи не враги не только Украине, а всему миру, друзья. Именно так. Так, речь адекватная моменту. До вторжения у нас об этом мало кто думал, в принципе, к сожалению. Мы регулярно меняем президента, так что и этого поменяем. Да, Харзам, самое главное, у вас уже есть эта система, демократическая система. Вы меняете даже тех, кто не хочет уходить добровольно, кто идет против воли. Не просто его срок закончился, я про Януковича. Поэтому у вас демократическая система, то есть ваш народ, он решает. Плохо он решает, хороший выбор он делает, плохой выбор. Это уже другая история. Я думаю, еще с большим политическим опытом украинцы будут разбираться, и там потихонечку лучше и лучше будет. Будем надеяться, что так будет. Главное, есть свободное общество. Гражданская нация, украинская нация, она уже есть. Это самое главное. Так. Аслан, но если режим путинский рухнет, я имею в виду полностью, и не будет бункерский сменщик, Ичкерия может быстро обрести независимость, ведь это законно. Василиус Андреадис, абсолютно так, я полностью считаю, что, конечно, может. Ну а как иначе? А почему не может? Очень даже может. Не то, что не может, мы к этому идем, мы к этому готовимся. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь. Мы остались, нам нужен протекторат. Я думаю, и русским нужен протекторат России. И нам, чеченцам, нужен протекторат. Нам нужен протекторат ООН. Нам нужен спонсор. Нам много чего нужно. А так, конечно, мы можем. Если... Все для этого у нас имеется. Кадры быстро мы наберем. Когда не будет угрозы чеченцам, когда их родственников не будут пытать, когда их не будут преследовать, когда вот сейчас уже люди потихоньку начинают видеть, что Запад все-таки начал адекватно относиться к России, а не так, что там, чеченский труп лежит, ногой вот так под кровать задвигать этот труп, там рука вывалилась, ее так задвинули и дальше с русскими вести переговоры. Это ж так происходит. Лужа крови вытекает просто, а он руку задвинул, Запад, и дальше общается. Причем все. Поэтому я думаю, это будет быстро все налажено. Да, Алмула. Так, Дудаев, ты равняешь Януковича с имамом. Дудаев, ты равняешь. Так, ассаламу алейкум, салам Алексей. Так, это не мне. Так, Аслан, дагестанцам имам Шамиль завещал не воевать против русских, а чеченцам он даже и не подумал завещать, не воевать против России. Почему?
Но я думаю, потому что у него не хватило так много наглости нам это сказать, после того, как мы 90% своего населения похоронили под его руководством. И он сдался. Если бы он погиб бы, ну, все, вопросов нет. Как один сражались и погиб. Никаких вопросов. Герой есть герой. Да, народ решал, он сражался. Лучше умереть, чем подчиниться людям, которые имели рабов тогда. И рабами воевали, по идее. Поэтому я думаю, он просто знал, что это бесполезно. И, видимо, у него не хватило стыда. Не хватило совести не сказать это. А сказал тем, кто и так подчинился и не сопротивлялся. И с тех пор дагестанцы не сражались, а служили верой и правдой. Так. Да, обращение на фоне имама Шамиля, обращение очень не очень, я бы сказал, символично. Но то, что он не знает, кто такой на самом деле имам Шамиль, да, для чеченцев, по крайней мере, да, дагестанцев, он герой, они за него там ругаются. Я тоже не сторонник сейчас его ругать. Там неизвестно, что было, как было. Мы просто знаем, что факт, человек просто идею предал в последний момент. И жил спокойно, доживал. И это, конечно, никого не красит. Никого. Ну, для чеченцев он не герой. Не может быть он героем. Он был героем ровно до тех моментов, пока он сдался. Все, после этого он уже не герой. На царя-батюшку работали. Да, давайте его тоже сейчас не будем. Уже умер, нету его, да он оставил. Так. Да, очень странно. Наши пленные умирали, дали себя казнить, а Шамилю дали титул. Была даюк и все их имамство. Да. Можно говорить, что он был, факт, исторический факт, он был имамом Чечни. Над нами мы его сами назначили. Причем у нас были более достойные люди, но мы, как бы, чтобы не спорить за власть, чеченское благородство сказало, что мы не будем мы не будем между собой оспаривать власть, и показали, что они не за эту власть борются, они показали. Вот сражающиеся, потому что имам Шамиль-то пришел на все готовое, там уже готовые воины были, с опытом были, очень много, у него все очень хорошо наладилось. Он сам был очень талантливый, организационные способности у него были. Умный человек был имам Шамиль. Но чеченцы сказали, не потому что не было достойных. Очень много было более достойных. Просто как только он нам не понравится, мы его отправим обратно в Дагестан, сказали чеченцы. Ну, чтобы не спорить, давай он как будет у нас управляющий такой назначен. А война идет. Это мирное государство, ты можешь контролировать президента, да, импичмент ему сделать, там еще как-то его отстранить от власти. А во время войны те люди, которые вокруг тебя, они имеют такое свойство, особенно если ты их не жалеешь или тебе нужно от них избавиться срочно, они погибают. И как бы таким способом вокруг Шамиля собрались дагестанцы. Чеченцев, которые требовали от него что-то, могли ему грубо что-то сказать. Его это не устраивало, он вокруг себя дагестанцев собрал. А остальные потихоньку отдалились. И мы пришли к тому, что человек в конце концов сдался. Аслан, что ты думаешь по поводу бегства Рашкован? Я думаю, что эти беженцы будут поводом для вторжения. Я так не думаю, Алексей, я так не думаю. Я обсуждал вначале эту тему, я так не думаю. Посмотрим. Я думаю, что России конец. Год это займет, 3 года это займет. России конец. России конец. Я не знаю, напишите, если вы слышали или нет. Я читал, не знаю, фейк это или нет, что Зеленский сказал, что он не будет вести переговоры с Путиным, а любой другой на месте Путина вот с ним будут вести. Мне кажется, это был такой проброс информационный, чтобы прозондировать почву, как отнесутся украинцы на Западе и так далее. Если реально такое было, это стопроцентная измена. Стопроцентная. Кто такой Путин?
Войну Патрушев начал, а не Путин. А его сына сейчас могут сделать. Войну начал, запомните, войну начал не Путин. Патрушев все это готовил. Это патрушевские люди с 2014 года Крым захватывали и так далее. Там один Путин ничего не решает. Путин это только то, что нам показывают. Реально чеченцев убивал, реально работал по геноциду чеченцев. Лично Патрушев. И то же самое в Украине он начинал. Потому что у него эта вся система убийц, вся вот этот механизм КГБ, ФСБ, ГРУ, который ему подчиняется. Ну и коллегия ФСБ. Ну, это преступление, если он так сделал, но лично я не слышал. Может, Шеварднадзе сделал? Нет, нет, как раз только ушел Шеварднадзе и пришел новый молодой Михаил Саакашвили. И он выдал чеченцев, причем двое из них, которые были выданы, их вообще не нужно было выдавать. Их там даже грузинский суд запретил их выдавать. У них было решение, что их выдавать нельзя. Они были собраны и переданы. Можете посмотреть в интернете. И плохо пишу на чеченском, братья, извините меня. Ничего, ислам, бывает. Так. Аслам, без войны можно освободить Ичкерию и Кавказ, иншаллах. Как ты думаешь? Да, ислам, мы так и действуем, и так собираемся действовать. Мы будем решать политически правовым путем. Это не значит, что у нас не будет армии или что мы перестали быть теми чеченцами, которые мы были. Просто сейчас мы будем только лишь все, мы повоевали. Мы будем только находить преступников, привозить в суд. У нас будет, как Эдмомедов пишет нам тут, у нас будет свой Моссад, чеченский Моссад, который будет заниматься. Это вся война, которая у нас будет. Больше войн у нас не будет. Мы войдем в НАТО, мы будем военными союзниками Соединенными Штатами, да, мула. И мы будем жить супер круто, да, мула. Наш Моссад должен быть чечено-украинским, потому что преступления против нашего народа совершали одни и те же люди. Все, кто против Ичкерии, против Украины, их преступления имеют общий фундамент. Хорзум, я полностью с вами согласен. Конечно же, я как раз в начале сегодняшнего стрима вам рассказывал, как утилизируют убийц чеченцев на украинской территории украинская армия. Чем честь и хвала. Лично я считаю, что украинцы делают просто огромную работу для чеченцев. И чеченцы должны быть только лишь из-за этого благодарны украинцам. Как говорится, нет худа без добра. Было бы хорошо, не было бы, если этой войны, но раз так сложилось. Интересно, ведется ли уже работа над созданием такой организации или нет? Все узнаете, Хорзум, все узнаете. Работа, я могу сказать, что она ведется и будет дальше вестись. От имама Шамиля Кадырова отличается тем, что они его все равно взорвали. До пенсии они ему не дали дожить. Так, Ури. Ури. Как и сегодня, кстати, Аслан. Да, Джагарду, да, именно так. На тему воюют рабами. Да, именно так и воюют. У нас достаточно героев ночи. Да, именно так. Александр Чеченский. И в Коране сказано, человек в старости может умереть мусульманином или кафиром. Да. Так. Про символичность я имел в виду отношение Шамиля к чеченцам и Зеленский к украинцам. Зеленский знал про готовящееся нападение, но ничего не стал предпринимать. Алексей, этот вопрос вы можете на своих украинских пабликах обсуждать. Я вижу, вы обсуждаете, причем вы не жалеете никого, когда рубите, правильно делаете на самом деле. Это наемные рабочие, которые должны приходить и уходить.
А так, не хочу просто влезать. Я уже столько высказал, что боюсь даже перебарщивать. Оставим Зеленского. У него есть очень много хороших вещей, которые я очень сильно одобряю. Поэтому я думаю, что Зеленский уже вписал себя в историю. Что бы плохого он не говорил про чеченцев, не делал там плохого про украинцев, как президент, вот, начавшийся вот в этой войне, он уже себя вписал в историю. Я думаю, ему хватит ума просто поддержать это и не испортить. Он останется героем для всего мира в истории. Ну, если не натворит каких-нибудь супер дел. Ну, предательство, там страшное только может быть предательство, измена. Я не знаю изначально, чей он человек был, может даже был российский, но сейчас он выступает 100% на нашей стороне. Поэтому я надеюсь, он так и продолжит. И умрет, имеется в виду. Уйдет со своего поста и умрет вот именно на этом. И тогда он, в отличие от имама Шамиля, останется в герое, не считая на разные неправильные вещи, которые он по какой-либо причине совершал. Но это сугубо ваше личное дело. Вам с этим жить и разбираться. Любой ваш выбор, любое ваше решение, решение народа Украины, мы будем принимать как ваше. И хорошее, и плохое. Но на плохое будем искать вам оправдание, а на хорошее будем поддерживать. Так, давайте, можно уже закругляться, друзья. Василиус, Аслан, он не будет вести переговоры. Его через 10 минут уберут. Украинцы вести переговоры, это признать Донбасс и Крым, переговоров не будет, пока последний русский оккупант не покинет Украину. Ну, значит, это фейк. Я тоже так подумал. Я тоже так подумал. Ну, это предательство. Чистой воды предательство. Поэтому я надеюсь, этого не произойдет. Но я не думаю, что украинцы дадут этого сделать. Так что, украинцы, я вами горжусь. Аслан, за 4 года без изменений, Саваш. Да, как сказал Расул Гамзатов, Дагестан добровольно не входил в состав России, и Дагестан добровольно не выйдет из состава. Да, он так сказал. Да, именно так. Дагестанцы не хотят уходить из России. Не хотят. Но это их тоже сугубо личное дело. Пожалуйста, это их дело. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Ситуация, опять же, напоминаю, серьезная. Тем, кто находится дома, берегите себя по возможности. Выезжайте куда угодно. В Казахстане не очень надежно, но лучше в Казахстан, чем оставаться в России. Я не знаю сейчас, как насчет границ. В последнее время никакой информации у меня, такой сегодняшней у меня информации нет, поэтому каждый на свой страх и риск. Выезжайте, смотрите, берегите себя и, если что, сдавайтесь в плен. Это самое лучшее, что я могу вам посоветовать как друг. Так, Хамзат Гила, Аслан, 100% уверен, Уксу и Зеленский, Джоухарик, Дука Хежан Эл, Дукчо Терлест из Цунах. Дахар Вулуш вообще Камел Дирцу, когда он в радио выступал, он использовал некоторые смыслы Джохара Дудаева. Я его даже таким сравнил его с Джохаром Дудаевым. Ну, вот на этом все, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оль бюз декалюэль. Джон Траволта, отвечу на вопрос. Не часто попадаются такие вопросы, вернее, с таким заманчивым предложением. Он меня спрашивает, уважаемый Аслан, говорит, если у вас была бы возможность изменить одну вещь в этом мире, что бы это было? Это было бы суд над террористической бандой ФСБ и рассекречивание их архивов. Больше моей жизни я бы попросил бы не жизнь свою, а вот